Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Добрый день. Все это хорошо, телевидение, но нам надо сейчас сконцентрироваться на тренировке. Сейчас вот у меня состоялся разговор с одним из тренеров футбольной школы Уфа, и ему показалось, что мастерство вот в этой первой передаче, мастерство участников реального футбола, не на достаточно хорошем уровне. Поэтому нам есть над чем работать, надо к критике относиться конструктивно. Вот. И еще раз я прошу вас быть предельно внимательными. Половина пути пройдена, но тренерский штаб недоволен командой. Собранные участники реалити-шоу не знали друг друга раньше. Единственное, что их объединяет, это желание дать бой мастерам Уфы. Тренеры сначала отбирали заочно, потом устроили тест, постепенно сформировался коллектив, задача которого сыграться за 1,5 месяца, стать единой командой, чтобы провести свой главный поединок в жизни – проэкзаменовать футболистов Уфы. Тренируются дважды в неделю, не только на поле, но и в тренажерном зале, ходят на стретчинг. На счету проигрыш команде «Башстар» во главе с Айдаром Галимовым и ничья с футбольной дружиной исправительной колонии номер 3. Слабые игроки покидают проект, состав меняется, остается прежней только задача. Тебя кто салит? Они... Но в этот момент они тебя могут поймать. Если ты его взял, то уже видно то, что мы вдвоем. Третий уже не вклинивается, ты понимаешь, нет условий. Ты думай головой. В начале тренировки, как обычно, беговые упражнения, что-то вроде пятнашек. В игровой форме, видимо, чтобы ребята не заскучали. И то условие не сразу доходит до всех. Такую желтую! Со спины смотри, Сань! Здорово, здорово, здорово! Забирай его! Забирай его! Стоп! Еще сам должен пойти! Стоп! Стоп! Тебя кто салит? Но в этот момент они тебя могут поймать. Если ты его взял, то уже видно то, что мы вдвоем. Третий уже не вклинивается, ты понимаешь, нет условий. Ты думай головой. Денис Витальевич как уж на сковороде. Похоже, у него серьезный контракт. Денис Витальевич, я боюсь у тебя брать интервью в этот момент. Это вообще зачем нужно? Это? Да. Ну, во-первых, для затравочки, во-вторых, чтобы ребята думали, это не сказать то, что приближенный к футболу игра, но тем не менее быстрые переходы, как мы говорим, потому что из атаки в оборону, из обороны в атаку. Ну как-то долго наша задача, помимо того, чтобы меня еще не поймали, попробовать поймать соперника. Тут много таких переходных моментов. Можно я открою тайну? Я вообще ничего не понял, что надо делать. Я хуже, чем Усманов, да? Ну, как... В чем вопрос? В чем? В понимании футбола там и так далее. Понимание футбола возможно. Или просто тупой, скажи, да? Ну, вы, получается, темники проиграли. Топор. Топор, да. Хорошо. Тебе неплохо применить. Топор. Теперь в обратно. Я топор. А я думал, тренер-мотиватор. Хорошо, что я наблюдаю со стороны. Наиль Елгильдин убежать ни от кого не может. Антону Саранцеву оттоптали все ноги. Веселая игра. Происходит вообще. Да! Идем. Пошли. Хорошо. Что происходит? Пауза, давайте посчитаем. 3. Трое. Если честно, я вообще не понимаю, к чему готовят наших пацанов и девчонок. Какие-то салочки, какой-то бег из положения сидя. Какие-то прям веселые старты. Виталич, а вы к чему, ребят, готовите? Это я зря показал, смотри. Давай попрошу девчонок кого-нибудь отряхнуть.
После. После. Не на камеру. Не на- Без проблем. Я сам могу. Самое главное, что Евгению Николаевичу все нравится. Он вообще балдеет. Он стоит, улыбается, мокрый, под дождем. Следующее задание, подожди. Следующее задание – самая бомба, да? А да, держим его, короче. Это надо снимать отсюда. По следам посещения исправительной колонии номер 3. Но это упражнение удается выполнить не всем. Руслан Гайсаров – тот самый игрок, которому друг подарил место в проекте на день рождения. У нас какая-то прям эпидемия травм. Что случилось? Что с ногой? Потянул? Да, во время рывка бежали. Где потянул? Пах, внутренний пах. Есть. Но я думаю, ничего серьезного. День-два полечим, заживет. Оставшимся предстоит выполнить стартовые ускорения из разного положения и бег на выбывание. Причем все это под дождем. Погода крутая. Дождь прошел. Свежо. Погодка самая то! Наиль Раисович, ты сейчас прозевал, сейчас будут перебегать. Хоп! Ну бежать! Олеся, выбываешь. Победитель. Конечно, я отдыхала. Ну а дальше игровая практика в разных численных составах. Об этом никто не говорит, но все прекрасно понимают, что вот на этой половине поля сейчас тренируется у нас ближайший резерв, скажем так. Девчонкам комфортно, здесь меньше единоборств. Да, вот таким парням, как Сашка Усманов, вот он там вдали, это очень сильно не нравится. Он понимает, что до той команды пока не дотягивает в силу определенных причин. И это, конечно, сказывается на том, как он себя чувствует на поле. Самое горячее сейчас у нас вон на той дальней половине поля. Там, собственно, основа. Давай, спрашивай. Виталий, слушай, смотри, я так понимаю, что это вообще резерв, да, ближайший? Это те, кто вряд ли начнет игру с Уфой в старте. Не согласен. Почему? Туда можно камеру? Девчонок ты показываешь? Какой ты резерв? Ты что? Ну, понятно, что Ты это... в курсе того, что ты завтра можешь быть уволен уже, нет? Трансфермаркт оценивает их каждого в 25 миллионов евро. Серьезно? Серьезно. Не 40, что ли? Не, Ну ладно. не 40, это близняшки 25 вместе. На этой тренировке Денис Иванов занимается в основном с малой группой. Отрабатывают индивидуальные действия в двойках. И несмотря на все шутки, серьезно объясняет и девчонкам, им ведь тоже предстоит выходить на поле против Уфы. Правда, например, близняшки не горят желанием заниматься с Денисом Витальевичем. Наши близняшки сегодня подошли к Наилю Раисовичу и говорят, можно мы у вас будем заниматься, потому что Денис Витальевич слишком злой. Денис Витальевич. Олесь, вот подожди, что ты делаешь? Олесь, кто лучший тренер? Конечно. Вот еще раз. Пойдем к близняшкам. Карин, Кристин. И человек хороший. Слушайте, ну скажите, нет. Раисович, да? Да. Почему? Не знаю, больше нравится. Как мужчина или... Светленький, да. А, Как тренер, что он такого? как тренер. а Виталий орет постоянно. Ну, вообще. Но тоже хороший. Немножко с психикой. С психикой немножко, Тяжело. да? Да нет, они оба хорошие. Понятно. Получше. Смотрите, Раисович улыбается, уже не может остановиться. Наиль, Но выбирать наставников в этой команде никто не будет. Правила для всех одинаковые. В конце концов, знали, куда шли.
Нагрузки выдерживает не каждый. Это и понятно, потому что серьезная гимнастика в начале тренировки, потом двусторонка, а участники, парни амбициозные, как и в профессиональном футбольном клубе, борются за место в основе. Не всегда получается. Все. Сань! Сань, ну ты чё, Сань? Саня, брат. Что случилось? Под ребрами схватило. Под ребрами? Сейчас покажу. Давай, походи. Сань, ты сильный, Сань. Ты наша надежда, Саня. Потом состав ротируется, часть основы остается на половине поля под руководством Евгения Перевертайла, другие переходят к Денису Иванову. Сразу же определяются амплуа. Виталий, давай, гони их сюда всех. Побыстрее, ребят, побыстрее. Усманов и Степанов защитники, Паша полузащитник и девочки две нападающие. Стоп, 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 вот стоп, стоп, вот, Наиль, стоп, останьтесь на своих местах, останьтесь. Вот теперь вот, Наиль, вот об этом говорит. Смотри, мы его сюда привели. Есть ли смысл вот он сюда забивать? Стоп, там, мы стянули их сюда. В команде определились лидеры, те, на кого тренерский штаб рассчитывает в игре с Уфой. Это Александр Трегубов, Наиль Юлгильдин, Руслан Зулкарнаев, Вагис Еватов, Юрий Елитов, Эмиль Акзамов. Ребята отдаются с полной силой в прямом смысле слова. Костяк команды уже сформирован, есть и новые кандидаты на отчисление. Вы скажите, есть претенденты на то, чтобы покинуть наш проект? Ну, вот сейчас у нас такой сложный выбор. У нас 3 вратаря. Мы должны оставить 2. Вы про Альберта говорите, да? Потому что его фамилия уже звучала. Пока, да, он кандидат номер 1. Но мы еще, так как перенесли финальную игру, мы еще даем ему время проявить себя. Вот. И если ничего не изменится, то, скорее всего, Альберт будет отчислен. Но это, что называется, разговор тет-а-тет. Итоги тренировок ребятам озвучивают несколько иные. Денис Иванов и Наиль Хабибуллин, к примеру, недовольны уровнем участников и, что еще хуже, самоотдачей. Наиль Раис, что вы скажете по вашей группе? В принципе, растем. Да, то есть есть динамика положительная. Мне не понравилось, что чуть-чуть так вальяжно все начали делать. Под конец, когда я сказал, что тренировку закончили, только после этого начали активно включились в работу. Как обычно, не хватило. Да, не хватило. Виталий, что по индивидуальным действиям в двойках? Есть прогресс? Я бы сказал, в меру Мы своих это упражнение уже возможностей повторяем, работали. для того, чтобы Можно лучше, добиться качества. А как там? Выполняли как могли, так скажем. Да. Ну, можно лучше, вы знаете, конечно. формула совершенствования – это повторения, многократные повторения. Значит, надо нам еще больше повторять этих ситуаций, в которых вы не совсем хорошо еще действуете. Напоследок по 10 прыжков из низкого седа и отжиманий, и так 5 раз. Что может спасти после такой тренировки под дождем? Люблю, целую, приезжай кушать вкусный суп из курицы. Едем все кушать суп из курицы. Пока как минимум надо сразиться с болельщиками Уфы. Очередной товарищеский матч, которых нужно больше. Здесь мальчики, девочки. Тут, конечно, соперника не выбираешь, да, но я не сексист, нет. Но девочки — это не очень серьезный соперник. Хотя, посмотрите на них. Девчонки, привет. Вот так же и в футбол будут играть. От мяча прятаться. Ну ладно, посмотрим. Нам не важно, какой соперник, важно просто получать игровую практику. Ну расскажи про свою команду, что она себя представляет, насколько нам их сегодня щадить, насколько жесткие у вас девчонки. Если вы заметили, у нас не только девчонки, эта команда образовалась вчера вечером. Спасибо большое. Так, вчера вечером. Щадить нас не нужно, мне кажется, вам нужно опасаться.
Несмотря на то, что команда была собрана вчера, у них бешеная мотивация. Что ты им сказала? Сейчас там такая речь у тебя была пламенная. А я не могу вам сказать, вы Почему? тогда используете против нас наши же Конечно. инструменты. Ты сказала, бегите, забивайте? Я сказала, да, мочите, нападайте, ломайте, ничего страшного. Вы с ними больше никогда не увидитесь. Между собой многие не знакомы, не знаете друг друга по именам даже, но тем не менее, я думаю, что сегодня у вас как раз-таки будет очень сильная мотивация на победу, потому что если там сыгранная команда, все мужики, то сегодня вам нужно будет в любом случае что-то доказывать. И я считаю, что у вас должно все получиться. Пацаны, друг за друга. Давайте страховать и плотно отрабатывайте впереди и сзади. Мы готовы уже, мы много тренировались и серьезно физические кондиции свои подтянули. И давайте отдавать отчет себе в том, что мы должны побеждать, чтобы у нас был победный опыт, потому что в игре с Уфой нам это пригодится, и мы должны поверить в себя. Давай, мужики. Конечно. Давай, все вместе, давай. Давай. Соперники на поле вышли в форме Уфы. Определенно рассчитывали на психологическое давление. Реалисты играли против Сысоева, Кротова. Но это не испугало участников проекта. Репетиция главного матча. Красавчик, давай, Саня, шлепни! Просто бог! Нормальный трансфер, мужики. Появившийся позже других участников Александр Трегубов однозначно не портит картину игры. Игра идет грязная, проигрывая, болельщики действуют жестко. Так досталось Марлену Абкаримову. Марлен Абкаримов, студент, на проекте реализует детскую мечту – сыграть бок о бок с профессиональными футболистами. Марлена поддерживают родители, друзья, девушка. Вся Уфа, вся республика Башкортостан. Внимание, Россия, Евразия и мир. Избранница Марлена приходит на товарищеские матчи, чтобы поддержать футболиста. Когда он сказал, что примет участие в этом проекте, вы что ему сказали? Ну, для меня это было такой шок. Я посмеялась, думаю, что за проект. Ну, я говорю, отправь заявку, может быть, тебе позвонят. И потом, когда его взяли, меня переполняли эмоции, я была в шоке. Очень рада за него, потому что он очень хотел попасть, ему очень нравится футбол. Вообще нет ни дня, наверное, чтобы он не играл в футбол. Марлен, слушай, после первого выпуска ты, в общем, в чате написал, что твоя мама в какой-то момент переключила канал. То есть не после, а во время первого выпуска. Что случилось? Что ее смутило? Возможно, интимная часть груди Олеси? Да, она старой закалки человек, не очень поняла такого. Ну, я ей объяснил, потом она обратно включила. Сказал, что там больше такого не будет. Откуда ты знаешь? Я догадывался. Но в целом, что она сказала, как вообще тебе самому первый выпуск? Ей очень понравилось, снято так, по-современному и интересно. Она очень любит футбол, она с детства со мной на тренировки ходила, всегда наблюдала. Что ты хотел? Это башкирское спутниковое телевидение. Ну да, я об этом я и говорил. Ладно, беги, готовься. Грудь показали. Что такого? Не всю же, только половину. После этого сообщения мы отправились в гости к маме Марлена, но этот случай уже и не вспоминается. Не могу этого вспомнить. Почему я переключила? Был такой момент, что я выключила, переключила. Что-то, какие-то эмоции, может быть. Когда это было? Еще в начале проекта. Сейчас вся семья болеет за Марлена. БСТ – любимый канал. Сын в любом случае попал бы на экран, уверена Эльвира Шайдуловна. Если не в спортивный проект, то однозначно в музыкальный. Он еще и на домбре играет, а плотный график с самого детства. Уходит в школу, рюкзак, здесь футбол с мячом, здесь домбра. Идет и возвращается такой же, уже уставший, но счастливый. Кстати, Марлен начал заниматься футболом с ребятами почти на 2 года старше него. Записался в секцию вместе с другом. Когда дело дошло до соревнований, тренер был, мягко говоря, удивлен. Я приношу документ тренеру на собрание. И тренер, смотрит на меня и говорит, как, говорит, ему еще столько лет. Там была команда 97-го года, начало. А Марлен родился в 98-м году, в декабре. 2 года практически разница между ними. Я не могу его с собой взять. Что сейчас будет? Получается, желание заниматься футболом, молчал стойко, ходил на все тренировки, сам бегал. Бегает и сейчас.
После учебы в университете, а учится Марлен на юридическом факультете, на тренировке либо в рамках проекта, либо студенческие. Кстати, в магистратуре Марлен планирует заняться спортивным правом, но пока проявляет себя на поле. После пропущенного гола Антона Саранцева заменили. Возможно, не понял установку тренера. Возможно, причина была во мне. Не сделал офсайд. Нет, дело не в нем было при пропущенном голе. А в ком? Это будем смотреть видеозапись и разбирать уже конкретный эпизод. Увы, не смогла помочь в этом матче команде участница проекта «Любимица» Евгения Николаевича Олеся Мазур, которая приболела. У нас печальная новость. Олеся сегодня приболела, так же, как и Настя. Но Олеся, кстати, нашла в себе силы и приехала на тренировку для того, чтобы, видимо, поддержать ребят, да? Ну, конечно, чтобы быть с ними рядом. Нет, я до последнего ехала и думала, да все сейчас пройдет. Я себя настраивала, давай, соберись, Олеся Павловна, ты сможешь выйти на поле. Но нет, организм говорит, нет, нам надо полежать чуть-чуть. Команда болельщиков, собранная накануне перед игрой, получилась солянкой. Но у ребят харизматичный тренер. Катрина Душанбаева, если на поле и не выйдет, то из судей душу вытрясет. Вы не видите, что ли, глаза откройте, блин, там нападение было! Че, уберите судью, пожалуйста, ребята, что за фигня, блин? Мы уже не раз говорили, что на проекте определился костяк команды, в том числе Эмиль Акзамов, человека, мечтающего забить Уфе, но тренерский штаб поставил его в защиту. На одной из тренировок классно сыграл в защите, вот, и теперь играю там. Но хочу проявить себя вот во втором тайме, если дадут впереди. Ну, ты говорил с тренерами? Да. Они сказали, пойдешь вперед? Ну, вроде как да, посмотрим. Ну ладно, давай посмотрим. Слушай, ну 5-1 вели, сейчас 5-3 уже, посыпались, устали, что происходит? Да нет, не устали, просто, может, концентрацию маленько потеряли. Ну, соперник не прощает. Ну ты пропустил уверенность, она никуда не пропадает, нормально себя чувствуешь? Да нормально, партнеры поддержали. Неприятно, конечно. Пока неуверенно играют и близняшки. Один из мячей команда пропустила из-за них. Девчонки говорят, что из-за вас вот пропустили мячи. Это неправда. Но это возможно. Как вообще чувствуете себя на поле? Прекрасно. На самом деле даже не думали, что будут такие прекрасные ощущения. Да, понравился еще дождик, такая прям футбольная погода. Ну, наверное, ребята могли из-за нас проиграть. Ну, в следующий раз раньше выйдем. В общем, не знаю, что-нибудь придумаем, чтобы они выигрывали. Будем их мотивировать, кричать, и чтобы они были первыми. Команда выиграла. Это, естественно, воодушевило реалистов. Но все понимают, что болельщики далеки от звания сильного коллектива. С Уфой даже не сравниваем. Главный бой уже близко. Смотрите в следующей серии. Реальный футбол расширяет границы. Давай. Один из героев проекта специально организовал товарищескую встречу в надежде реанимировать футбол в своем городе. Тащи! Давай! Побеждает сильнейший. Анализ игры сразу на месте. Принимайте мяч, вы примите, не надо его выбивать сразу. Принял, посмотри. Тимбилдинг со спортивным психологом. Клянусь, никогда не опаздываю. Ловим! Пора взяться за ламбаду. Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.